16 ноября во всем мире отмечают День самбо. В Чувашии огромное количество поклонников этого национального вида спорта и сильная школа единоборств. Самбисты республики регулярно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. В этот день министр физической культуры и спорта Чувашской республики Василий Петров встретился с коллективом Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва номер 10 имени Александра Трофимова, которая является одной из главных кузнец в стране, специализирующихся на подготовке высококлассных самбистов. Василий Владимирович поздравил спортсменов с праздником и отметил, что к 2030 году в массовые спортивные занятия должны быть вовлечены не менее 70% жителей нашей страны. И школа самбо будет играть большую роль в этой работе. И вот спорт высших достижений, как раз чем вы занимаетесь, ваша спортивная школа Олимпийского резерва, как раз является тем локомотивом, который широкие массы нашего населения притягивает занятия физкультурой. Не все станут великими спортсменами, олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, но, по крайней мере, придя и занимаясь здесь у вас, под вашим руководством, они станут хорошими людьми, которые любят свою родину, которые готовы будут в трудную минуту стать на защиту нашей страны. И поэтому хочется, чтобы Чувашия ассоциировалась как республика, в которой любят спорт, в которой есть массовый спорт, стабильный спорт высших достижений, и при этом нулевая терпимость к допингу. В рамках встречи министр также представил коллективу нового руководителя спортивной школы и его заместителя по спортивной работе. По итогам открытого конкурса директором спортивной школы Олимпийского резерва номер 10 по самбо и дзюдо имени Трофимова назначен Игорь Сафронов, занимавший ранее должность заместителя директора по спортивной работе. Он также поздравил всех самбистов с их профессиональным праздником. Поздравляю всех любителей спорта со Всероссийским днем самбо. Желаю всем здоровья, счастья, крепкого здоровья. На сегодняшний день наша школа является одной из лучших в республике. Ведется работа со спортсменами в количестве 1383 человека. Ведется работа по двум программам спортивной подготовки. Это самбо и дзюдо. Наши ребята готовятся к Кубку России, к ПФО, которые пройдут в конце ноября и в середине декабря. На сегодняшний день наши сотрудники проходят программы подготовки по курсам руководителей школ спортивных. Также ведется активная работа с образовательными школами, с ЧГПУ, а также работа с 3 школами, среднеобразовательными школами города Чебоксары. Это школа номер 1, школа номер 2, школа номер 65, в которых ведутся проекты «Самбо в школу». У нас сейчас порядка 6 спортивных классов, которые ведут образовательную деятельность и спортивную деятельность на должном уровне. Должность заместителя директора по спортивной работе получил Владимир Медведев, который ранее был тренером по дзюдо столичной спортивной школы «Спартак». Владимир Медведев был в числе первых слушателей курсов профессиональной подготовки руководителей физкультурно-спортивных организаций, запущенных в этом году на базе Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева по заказу Минспорта Чувашии. Цель реализации данной программы – совершенствование профессиональных компетенций в области управления спортивными объектами. Диплом о прохождении этих курсов в будущем поможет молодым специалистам успешно трудиться в этой сфере. Но благодаря этим курсам мог более освоиться, да, и, скажем так, легче войти в работу на данный момент. Вот. То есть уже некоторые вещи для меня не такие новые. Соответственно, чем больше учишься, тем больше знаний получаешь, много нового опыта. Вот. И этот опыт, вне зависимости от того, ты будешь работать в этой сфере, нет, он может пригодиться в дальнейшей жизни. За многолетний добросовестный труд и достижения в области физической культуры и спорта благодарностью министра были награждены ведущие тренеры по самбо Алексей Илларионов, Иван Никитин, Евгений Трофимов и Александр Федоров. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов. Специально для программы «Движение – это жизнь».